Братья, когда вы ожидаете и чувствуете такие моменты и такие минуты, заполняйте их поминанием и тазбихом. Так как мы пребываем в благословенном месяце Рамадан, один тазбих в Рамадан имеет больше награды, чем он имел бы вне Рамадана. И делайте дуа за него. Не стойте молча, делайте зикр от сердца, также и своим языком, повторяя, пока пребываете на похоронах. Where's my dad standing? Come here, here. Be careful. Lower him slowly, please. Lower him slowly. Pull brother away. Pull brother back. You got it? Wait, wait. Put it down. Drop it down. Down. محل الشماعة تحت. Pass it on top of the head. Pass it on top of the head. Carefully, boys. Watch out. Wait. No recording, Shabab, please. Muhammad. Come and slide up the towards your left. Take it all the way towards your left. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. И хвала принадлежит Аллаху, Свят Он и Велик, и мы просим мира и благословения Его рабу и последнему пророку Мухаммаду, мир Ему и благословение. Мои братья в исламе, позвольте мне начать, вначале сказав вам кое-что об Али, что я не решался сказать лично ему, потому что думал, что это станет фитной для него. И я избегал этого, и я скажу это теперь, находясь перед его могилой. Аллах, Свят Он и Велик, сказал в Коране: «Воистину, угодники Аллаха не познают страха и не будут огорчены и опечалены». Аллах Всемогущий также сказал: «А те, кто имел твердый иман и веру, страшился Аллаха, Свят Он и Велик, наградой для них Аллах Всемогущий говорит: будет радостная весть в этом мире и в последней жизни». Абу Дарда, да будет доволен им Аллах, пришел однажды к пророку, мир ему и благословение, и спросил его: «О посланник Аллаха, что это за прекрасная и благая весть, что верующие получат в этой мирской жизни?» Пророк сказал Абу Дарде: «С момента, как этот аят был ниспослан и по сегодняшний день, никто не задавал мне подобного вопроса. Позволь мне ответить тебе. Благая весть, что получает угодник Аллаха в этой жизни, это благое сновидение, которое видит верующий сам, или которое видят про него другие. Основываясь на этом, об Али, и пусть Аллах простит его, несколько месяцев назад один из братьев, и он сейчас здесь с нами, видел сон, где было высокое дерево, и Али забирался на это дерево. В то время, как он забирался на него, он поднялся очень высоко, а затем он упал и умер. И кто был в этом сне? Там был я и мой друг Сафван. Мы были там. И я сказал Умару, тому, кто видел этот сон: позволь мне тебе его растолковать. Это высокое дерево, это ля иляха илля Аллах. Аллах Всемогущий сказал в Коране:
Разве ты не видишь, как Аллах приводит притчи, где прекрасное слово подобно прекрасному дереву, корни которого прочны, а ветви восходят к небу? Дерево в этом сне — это ля иляха илля-Аллах. Али, взбиравшийся на макушку этого дерева, означает, что он остался твердо на ля иляха илля-Аллах. Его падение с дерева означает, что он умер на ля иляха илля-Аллах. Я и Сафван были в этом сне, означает, что мы были с ним, когда он умирал. За 24 часа до его смерти я и Сафван были там. Я прошептал ему на ухо и сказал Али. Он посмотрел на меня вот так, и я сказал ему: «Скажи ля иляха илля-Аллах». И он говорил это всем своим сердцем. Он не мог произнести это своим языком, но он говорил это сердцем. Я продолжал: «Скажи Субханаллах, скажи Альхамдулилля, скажи ля иляха илля-Аллах, скажи Аллаху Акбар, Альхамдулилля». И он говорил это. Это есть сон, который исполнился. Это есть благая весть, которую верующий получает в своей жизни. И клянусь Аллахом, я прошу Аллаха сделать его одним из его праведных аулия. Если вы взглянете на его жизнь, а особенно на ее конец, он достиг 3 вещей в своей жизни. 3 вещей. Первое, он достиг, что Аллах, свят Он и велик, даровал ему этот рак как милость. Он сам считал это подарком в течение 3 лет, с дозволения Аллаха. Этот рак в течение 3 лет, и его действие заключалось в том, что он омывал его сердце и душу от грехов, совершенных им ранее. Эти 3 года рака работали именно ради этого, иншаллах. Второе, он достиг того, что создал свой проект еще при жизни, под названием «Мусульмане всего мира». И мы знаем о нем. Он создал его, и мы просим Аллаха Всемогущего, чтобы он стал непрерывной милостынью для него. Непрерывная милостыня означает, что это будет река благих деяний для него, пока он будет в своей могиле. Он будет в ней. И не надо ему ничего делать, пока люди будут получать пользу от его проекта, пока люди будут питаться от его проекта и присматривать за ним, пока он будет существовать. И пусть с дозволения Аллаха он существует долго, пока он будет существовать, он будет получать свою награду в своей могиле, пока люди будут получать пользу от него. И вы должны спросить себя, где же ваши подобные проекты, мои братья в исламе? Али, когда его воскресят в судный день, и он будет стоять перед Аллахом очень легко и скажет: «Вот, о Аллах, это мой проект, это то, что я сделал ради тебя, это то, с чем я предстал в судный день. В судный день, когда вас воскресят, каким будет ваш проект? Что это за большое дело, над которым ты работал, которое ты представишь Аллаху? И скажешь: о Аллах, вот что я сделал для твоей религии». Али сделал что-то, проект «Мусульмане всего мира», без всяких колебаний. Он придет и скажет: «Вот мой проект». И третье его достижение – это милость Аллаха, свят Он и велик. Он умер во время благословенного месяца Рамадан. 3 года болезни. Кто бы мог подумать, что он уйдет в Рамадан? Прямо во время Рамадана, на 12-й его день. Пророк, мир ему и благословение, сказал нам, и нужно понимать, что значит умереть в месяц Рамадан. Пророк, мир ему и благословение, сказал в достоверном хадисе: любой, кто постился один из дней Рамадана, ища милости Аллаха, то есть один из дней Рамадана, то есть если это был последний день из его жизни, то такому гарантировано, что он войдет в рай. Рамадан — это месяц поста. Али постился бы, если бы он был здоров. Это засчитывается ему как пост, с дозволения Аллаха. Он войдет в рай. По причине этого мы просим Аллаха Всемогущего об этом. Мои братья в исламе, я беспокоюсь не за Али, как вы только что слышали о том, что я вам рассказывал. Действительно, я переживаю не за Али. Переживания эти за меня и за вас. Единственная гарантированная вещь в нашей жизни — это смерть. И завтра ваши деньги не дадут вам гарантию. Завтра ваша семья не даст вам гарантию, что вы проснетесь и увидите их. Завтра ваши дома не гарантируют вам о том, что произойдет. Ваша работа не гарантирует вам. Клянусь Аллахом, ваше богатство не гарантирует вам. Вы знаете, как Али узнал новость о том, что он заболел раком? 3 года назад он сидел и пил с кружки чай. И он выпил его так быстро, что обжег кончик своего языка. Он пошел к зеркалу, чтобы проверить это, и увидел что-то у себя во рту. И он пошел к врачу провериться, и ему сказали, что у него рак. Вот так у него и был обнаружен рак. В одно мгновение исчезло его богатство, и с тех пор он полностью изменился. У него изменилось полностью мышление. Поэтому, мои братья в исламе, поймите, мы должны подготовить себя к будущей жизни. К пророку, мир ему и благословение, пришел человек и сказал ему: «О пророк, когда час? Когда он произойдет?» Пророк, мир ему и благословение, не ответил ему на этот вопрос и сказал ему: «Что ты приготовил для него?» Другими словами, в этом ответе пророка, мир ему и благословение, есть урок для нас, мои братья в исламе.
что мы должны приготовиться к будущей жизни. Нам нужно приготовиться к ней. Как Аллах говорит в Коране, как говорит пророк, мир ему и благословение Аллаха в хадисах, о том, что гарантированной вещью в нашей жизни, как мы и сказали, является ваша смерть. Это единственная гарантированная вещь, которая произойдет в вашем будущем. Давайте посмотрим на это. Взгляните на эту могилу, посмотрите на нее. Есть 3 вещи, о которых нам нужно беспокоиться в этой могиле. Первая – это теснота. Она очень тесная. Вторая, она мрачная. Это действительно очень мрачная внутри, даже несмотря на то, что мы видим сейчас свет. И когда ее закроют, она действительно будет мрачной. И третье, это то, что там одиноко. Там не будет никого с вами. Вас положат, вашу душу поднимут, а все мы уйдем. Но что касается верующего, у него не такая могила. Пророк, мир ему и благословение, сказал относительно тесноты могилы. Что касается верующего, Аллах, свят он и велик, расширяет размер его могилы настолько, насколько может охватить этот человеческий глаз. Вы видите вокруг себя все это. Таков размер могилы верующего. Второе – ее мрак. Как решается эта проблема? Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: что касается верующего, то его могила будет освещена светом. Свет будет в его могиле. Что это за свет? Если солнце снаружи и даже не может проникнуть внутрь почвы, что это может быть за свет внутри? Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: когда Аллах Всемогущий описывает Коран, Он говорит: молитва – это ваш свет в этой могиле. Клянусь Аллахом, мои братья в исламе. Потеря Али, потеря его, потеря одного из членов нашей семьи более легче для нас, чем потеря одного намаза в вашей жизни. Знаете почему? Потеря Али, если вы будете терпеливы к этому, это будет причиной вашей собственной награды и причиной того, что его возвысят в степенях в раю. Но если вы потеряете одну молитву, это станет причиной начала наказания в могиле. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, что он видел в своем сне наказание в могиле. Он видел человека в могиле, когда ангел брал огромный валун и бросал его ему на голову, так что его голова раскалывалась на части, а затем воссоединялась заново. Затем ангел брал этот камень снова и вновь бросал ему на голову. И он продолжит это делать вплоть до судного дня. Когда у пророка, мир ему и благословение, спросили, что это за человек, он ответил: это человек. Он знал Коран и знал важность его, но он пренебрегал им. Даже в месяц Рамадан, в месяц Корана, он пренебрегал Кораном. Спроси у него, что в твоем сердце от Корана. Клянусь Аллахом, он даже не знает. У него нет ничего от Корана. Пророк, мир ему и благословение, сказал в хадисе: когда приходит время обязательных молитв, он просыпает их. Другими словами, он даже не беспокоится о своих молитвах. Посмотрите, мои братья в исламе. Это лишь наказание в могиле. Это касается только лишь наказания в могиле. И даже наказание в судный день еще не началось. Светом в вашей могиле будет ваша молитва. Ибн Аль-Кайим, да помилует его Аллах, сказал: человек предстает перед Аллахом дважды. Один раз в этой жизни, в своей молитве, второй раз в будущей жизни, во время отчета. Ибн Аль-Кайим, да помилует его Аллах, сказал: тот, кто безупречно стоял перед Аллахом в этой жизни, то есть тот, кто заботился о своей молитве, беспокоился о своей молитве, молился вовремя, то Аллах в будущей жизни облегчит стояние такого перед ним. А тот, кто пренебрегал своим стоянием перед Аллахом в этой жизни, не заботился о своей молитве, пренебрегал ей, Аллах Всемогущий сделает затруднительным стояние такого человека перед ним в будущей жизни. Этот мрак в вашей могиле может быть освящен вашей молитвой. Где вы совершили вашу молитву фаджр сегодня? В Рамадан. Если вы не молитесь в общине, то когда вы собираетесь проснуться, чтобы молиться в общине? Аллах говорит: близко время для людей, когда с них возьмут отсчет. А они до сих пор беспечны. Они мертвы. Их сердца до сих пор мертвы. Они не отвечают, не просыпаются. Вы пришли на эту могилу, а затем уйдете. Аллаху алим еще. Станете вы лучше от этого или нет? Мои братья в исламе, последнее, что есть в этой могиле, это одиночество. Но для верующих это не будет проблемой. Аллах, свят он и велик, пошлет к ним прекрасного человека с прекрасным ароматом, в прекрасной одежде. И мертвые спросят у него: кто ты? Твое лицо излучает благие вести, и ты приятно пахнешь. И он скажет ему:
Я твои благие дела, и буду пребывать в компании с тобой, пока ты не выйдешь из этой могилы. Али, да помилует его Аллах, закрыл свои глаза. В следующий раз, когда он откроет свои глаза, это уже будет перед Аллахом Свят Он Велик. И таков конец каждого, клянусь Аллахом. Это конец каждого. Видите это? Это конец богатого и конец бедного. Это конец самой красивой женщины и конец самого страшного. Это конец богатого и бедного. Таков конец всех. Поэтому вам надо проснуться. Вам надо понять, что у вас нет много времени в этой жизни. Вы скоро уйдете. Аллах Свят Он Велик говорит: страсть в приумножении увлекает вас. Вот эти деньги увлекают вас. Пока вы не посетите могилы, пока вы не умрете и не будете похоронены. Аллах Всемогущий говорит: когда это будет отвлекать вас? Ровно до того дня, когда вы умрете. Клянусь Аллахом, я даю гарантию, что более 99% из стоящих здесь имеют достаточно денег, чтобы жить следующие несколько лет. Но вы до сих пор чем-то заняты. Заняты чем? Ни молитв в мечети, ни Корана, ничего благого. Что бы вы ни делали, вы относитесь к этому как к шутке, мои братья в исламе. Все, что у вас есть, если вам этого достаточно, поймите, это милость от Аллаха. Используйте остаток времени, чтобы поклоняться Аллаху Свят Он Велик. И в конце, мои братья в исламе, я скажу вам, это могила. Посмотрите на нее. Посмотрите на могилы, что рядом, позади вас, что впереди нас. Это не просто кусок земли. Каждая могила, что под нами, это либо сад из садов рая, либо яма из ям ада. Как сказал об этом пророк, мир ему и благословение. Саляфы, да помилует их Аллах, когда они посещали кладбище, они принимали жизненно важные решения. Прямо там. Если кому-то не хватало что-то из сунны, они принимали решение, что я буду следовать ей. Принимайте решения в своей жизни. Пока стоите здесь, мы просим Аллаха Всемогущего, чтобы Он простил Али. Мы просим Его, чтобы Он простил Али его грехи и ошибки. Мы просим, чтобы Он послал Али свою милость, чтобы принял от него его дела, и чтобы его непрерывная садака продолжала приносить ему благо, пока он находится в своей могиле. Мы просим Аллаха Всемогущего, чтобы Он воскресил его среди праведников и дал ему высшие ступени рая. И просим Его, Свят Он Велик, чтобы Он даровал его отцу и матери терпение, когда они будут переносить это испытание. Я только вспомнил, субханаллах, вот тут его родители. Али буквально 2 недели назад. Он работал на заднем дворе своего дома со своей матерью. Он был послушным парнем, хорошим сыном для своих родителей. И это с дозволения Аллаха Великого. Еще одна дверь в рай, которую он открыл в своей жизни. И иншаллаху та'аля, он войдет в рай через любые 8 врат рая. Делайте дуа за него. И сунна, братья, взять немного земли, 2-3 горсти земли и бросить на могилу в сторону головы покойного. И после этого надо зарыть его. А затем можно делать за него дуа.